Президент Владимир Путин уверен, что планы развития России не могут строиться вне глобального контекста, без соотнесения внутренней, национальной и мировой повестки. Об этом он сказал на пленарном заседании Международного экономического форума, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Глава российского государства выразил признательность всем гостям за внимание и дружеское отношение к России, за готовность к совместной работе и деловому сотрудничеству. Сегодняшние тенденции в мире свидетельствуют, что роль страны, ее суверенитет и место в современной системе координат определяются несколькими ключевыми факторами. Это, безусловно, способность обеспечить безопасность своих граждан. Это способность не только сохранять национальную идентичность, но и вносить вклад в развитие мировой культуры. И еще как минимум 3 фактора, которые, на наш взгляд, имеют основополагающее значение. Остановлюсь на них несколько подробнее. Первый фактор – это благополучие и достаток человека, возможности для раскрытия его талантов. Второй фактор – это восприимчивость общества и государства к бурным технологическим изменениям. И, наконец, третий фактор – это свобода для предпринимательской инициативы. Не раз в своей истории Россия осуществляла масштабные проекты пространственного развития, которые становились символами глубоких и динамичных изменений страны, ее движения вперед. Такие комплексные проекты реализуются и в наши дни. На юге России, на Дальнем Востоке, в Арктике. Сегодня нам нужно подумать и о подъеме обширных территорий Центральной и Восточной Сибири. Подготовить для этого подготовить и хорошо просчитать, согласовать планы развития. В этом макрорегионе сосредоточены богатейшие природные ресурсы. Порядка четверти запасов леса, более половины запасов угля, значительные месторождения меди и никеля, огромные энергетические резервы, причем многие из них уже созданы. К этому следует добавить и уникальные возможности для развития сельского хозяйства. Сегодня в России мы приступили к реализации действительно стратегических, долгосрочных программ, многие из которых, без преувеличения, носят глобальный характер. Скорость и масштаб происходящих изменений в мире не имеют аналогов в истории. И в наступающей эпохе нам важно слышать друг друга, объединять усилия для решения общих задач. Дорогие друзья, Россия готова к вызовам и к переменам. Мы приглашаем всех к широкому, равноправному сотрудничеству. Скорость и эффективность по улучшению условий для ведения бизнеса российскими регионами Владимир Путин также не обошел внимания. В этом году Якутия переместилась с 52-й на 22-ю позицию в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. При этом республика стала лидером роста среди всех субъектов страны. В рейтинге 2019 ни один из субъектов не совершил такого мощного рывка. Этого удалось добиться за счет снижения давления на бизнес и открытого диалога между предпринимателями и правительством. Что касается динамики улучшения инвестиционного климата, то лидерами стали такие регионы, как Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым и Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртия, Ивановская и Новгородская области. Пользуясь случаем, прошу глав регионов, полпредов президента в федеральных округах активизировать работу по привлечению частных капиталов и в национальные проекты, и в другие наши проекты развития, в том числе используя возможности Российского фонда прямых инвестиций, другие современные эффективно работающие механизмы.